Высокогорный Итумкалинский район. Даже к концу октября здесь солнечная погода. Температура около 20 градусов. Осенние пейзажи в здешних краях смотрятся совсем по-другому. Альпийские луга вперемешку с золотистыми деревьями возле 10-метровых обрывов захватывают дух. В этих горах проживает более 6 тысяч человек. Площадь, на которой раскинулся горный район, составляет 2000 квадратных метров. Развитию горных районов руководством региона уделяется особое внимание. Рамзан Кадыров в этих краях бывает часто. Вот и на этой неделе здесь, в Ведучи, состоялось совещание под открытым небом. Проблемы поднимались разные, но особое внимание привлек вопрос сельскохозяйственных угодий, точнее их развития. Госхозы в горных районах посевом и выращиванием культур не занимались никогда. Понятное дело, больших посевных территорий нет, но частные подворья всегда занимались выращиванием кукурузы, картофеля и фруктовых садов. Но и этот потенциал, по словам Кадырова, используется не в полную меру. Ändå kartolägg måste också vara hockad. Dandos. Det lärde hon att lilla snabbats لكن علىها ليلوش دلته نا بينش العاقيت بينش طول يلول دون عدول دي سنوات. В Итумкалинском районе, как еще и в нескольких других горных муниципалитетах, в скором времени будут предоставлены особые условия кредитования. Здесь нужно отметить, что кредитование будет беспроцентным. Для предпринимателей это большое подспорье. Денежные суды будет занимать фонд, который основывает бизнесмен Руслан Байсаров. Нам дороги строишь, гостиницу, помогаешь финансированием и так далее. Но я дальше буду стараться. Я горжусь, горжусь, что я здесь прописан. Я хотел бы коснуться проблемной стороны. Вокруг нас здесь нет ни одного, ни барана, ни коровы. Всю продукцию, которую мы здесь сидим, привозим практически в основном из города. Это большая проблема, как ты и говорил. В этой связи фонд Кольна но под гарантией, что эти деньги вернут, что эти люди начнут выращивать, мы можем эту продукцию, я могу здесь пункт открыть, можем эту продукцию ввести в Москву. Вот в Деркирио мы об этом очень много говорили, на самом деле летели в самолете. В Москве сегодня большая проблема, нет натуральных продуктов. Но вот как народ заставить или научить, чтобы они понимали, что они нужны? Вот тут вот финансирование будет, если они будут вкладывать. Республиканский гранч слушай, дополнительно эти условия есть сами тягать 100% якшоч, и он не последующими дичан, أخشي خداع دون شيء رزوات دون إذا دون طبعا كان حلوت بوصل شو أكل بيتزا دون شيء دون سستياس دي شو يعبي دون شو إذا شو هذا دون دو كودنا وصل دوتان. Районные власти уже ведут набор потенциальных клиентов данного фонда. Прежде всего, это должны быть люди, которые заинтересованы в развитии своего собственного подсобного хозяйства. Уклон будет сделан на животноводство и пчеловодство. Мы уже готовим людей, вот именно добросовестных, которые будут работать и не подведут ни нас, ни себя. И это реалии, это не за горами, это в ближайшее время произойдет. И, конечно, население очень рады, благодарны и Рамзану Ахматовичу, и Руслану Байсарову за оказание вот такой вот поддержки. Одним из таких предпринимателей вполне может стать и Сайдимин Гилаев. Он содержит крупное, для местных мерок, подсобное хозяйство. Около 20 голов крупнорогатого скота, более 2 десятков овец и пасеку, 50 ящиков с ульями. Экологически чистый продукт. Моз ценится, да что вайлемон моз. Прежде всего, конечно. Финансово агора двезну, сельское хозяйство, бежниш лилен, нахрит, тут скажешь, уста газа бежна лилен, дала игру выгодно дега, на сегодняшний день нахер лилорд. Дальше лилен на бог лилда, сабериш, эссен, сен, аз дизерн дел лилда.
По многим позициям, включая инфраструктуру, налоговые поступления, социального обслуживания, регистрации имущества, Итумкалинский район занимает лидирующие позиции. Это неплохой результат для горного муниципалитета. В целом, если говорить о развитии, Итумкалинский идет семимильными шагами. Строительство горнолыжного курорта ведучи на территории Итумкалинского района. И именно этот проект сейчас дал большой импульс, потому что вокруг этого проекта развитие получит не только туристический кластер, но и остальные отрасли, такие как животноводство, уже засеваются пашни. И именно вот горные районы в свое время поставляли на рынок республики такую сельхозпродукцию, в основном как картошка, кукуруза, мука кукурузная, мед. И вот сейчас в районе вот эти отрасли, они получают свое дальнейшее развитие, возрождение. Предпринимательские успехи заметны и в Шатойском районе. Например, Амади Абдурзаков, ему 29 лет. Любимым делом, животноводством, он занимается несколько лет. За это время поголовье с 6 увеличилось до 17. В этом году заинтересовался пчеловодством, поставил несколько ящиков с ульями. Да интересоваться один жим диye bir çödert yaşar. Oyga di qıdı berk xili xayn. Da что волю, да алсам йоху шао шухи да я да гаму да алмова. Горные районы, помимо рельефа местности, отличаются еще и климатическими условиями. Солнце здесь стоит почти 300 дней в году. Все это время скот может пастись. Это позволяет экономить на корме. Также это отражается и на пчеловодстве. Наиболее развитые сферы крестьянско-фермерского хозяйства в горных районах уж точно не прекратят свое существование. Ислам Агамадов, Магомед Сулейманов, Ислам Цамаев. Новости 7.